В Северной Осетии начались мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Сегодня на мемориале славы состоялось возложение цветов и торжественное построение. Праздничные площадки развернулись в разных частях города. Для жителей подготовили насыщенную программу. Подробнее обо всем расскажет Николас Джоев. Поздравляю с Днем защитника Отечества! Торжественное построение на мемориале славы и десятки людей, несущие гвоздики к вечному огню. Во главе колонны глава республики Вячеслав Битаров. Так, во Владикавказе начались мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Живые цветы легли ко всем памятникам и обелискам. В знак памяти и признания торжественным маршем колонна прошла вдоль проспекта Коста. Стрелковое оружие, боеприпасы и специальные средства, находящиеся на вооружении ОВД. Гуляющим в Центральном парке рассказали и показали, кто и как защищает людей. Угостили горячей солдатской кашей и блинами. Для особого настроения военные песни. Говорить о значимости этого праздника ни одно положительное слово, сказанное в адрес этого праздника, не может быть лишним. К нему готовится долгое время весь личный состав Министерства внутренних дел. Насколько оно обширно, вы сами можете наблюдать. На площади у Остинского театра воссоздали историю. Выставка военной техники, образцы вооружения времен Великой Отечественной войны. В чем его особенность, отличие? Это СВД Драгунова. У нее емкость магазина на 10 патрон 7,62 калибр. Дальность какая у него? Дальность стрельбы до 2 километров. А именно точная дальность стрельбы около 800 метров. 800-600 метров, где-то так. А как он перезаряжается вообще? Обычно снимать с предохранителя. Если есть патроны в магазине, он спокойно может перезаряжаться и стрелять. Но так как сейчас нету патронов, он не сможет дальше затвор задвинуть. Восторг и уважение к истории Отечества невозможно не заметить в глазах мальчишек, которые буквально облепили армейские вездеходы. Я пошел, конечно же, к оружию. И я умею разбирать автомат Калашникова. Я забыл, и мне заново показали, и это было очень интересно. Еще я научился одевать военный шлем. Пока на Театральной площади люди знакомились с образцами вооружения, в зале чествовали тех, кто стоит на страже. Пусть наступающий праздник будет еще одним подтверждением нашей искренней признательности всем, кто сражался за Родину, носил и носит погоны, а значит почетное, ко многому обязывающее звание защитника Отечества. С праздником вас, дорогие защитники Отечества! Здоровья вам, благополучия и удачи во всех делах. Здесь сошлись прошлое и настоящее, ветераны, отвоевавшие мир, и те, кому он передан и завещано его беречь. Вячеслав Битаров вручил фронтовикам юбилейные медали, выпущенные в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, а военнослужащим почетные грамоты руководства республики. Готовы помогать старшим солдатам и молодежи, самое главное, да хранит маленькую Осетию от всех несчастий. Эхо войны, подвиг народа, слава защитников Отечества в песнях. Их исполняли и артисты на сцене, и зрители в зале. Николас Джоев, Аида Кутарова, Алан Суанов. Новости Осетии.